Так, мои дорогие Машдуалсы, здравствуйте, мои дорогие, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. И знаете, если бы сейчас я не подключилась, то вы бы меня еще больше бы потеряли, поэтому решила как-то вот так вот, потому что уже у меня со вчерашнего вечера мой WhatsApp уже зеленый, и начали спрашивать, где я, как я, почему, все ли нормально. И поэтому вот так вот, мои дорогие, да, я понимаю, что последнее время у меня не такие бы влоги, какие бы хотелось выпускать, но что поделать, не получается. У меня все нормально, у нас все нормально, не беспокойтесь. Сейчас готовлю такой заказ. Танзила в своем репертуаре попросила, чтобы я не отказала этот заказ и сделала. И вот сейчас раннее утро, ну как раннее утро, уже, конечно, 8 часов, встала рано утром в 5. Я думала, сегодня мальчики идут на работу. Так, ну пока буду говорить, буду нарезать. Думала, они работают, на обед не приезжают, обед забирают с собой. И мне надо было утром покормить, и заодно и приготовить им обед. Это все я сделала, и покормила, и сами поели. И на обед им курочку отварила. Но сын решил, что сегодня не пойдет на работу, потому что уже чуть-чуть моросит. У нас стало прям холодно, друзья. Хорошо была, такая комфортная, хорошая погода. Дня 3-4 стояла. А сегодня прям... это обрезки хочу просто нарезать и в морозилку положить. Так, интересно. Видно-то я что хоть делаю. Это мне нужно сделать соус. Правда, мне мясо еще не привезли. Ну, как соус, да? Он у нас называется соус. Вообще-то это просто типа супа, наверное, супа харчо. Вот как-то так. Вообще я соус, знаете, как люблю? Ну, вот как наверное, у чеченцев называется это чорп. Там ничего лишнего нет. Просто картошка, лук, зажарка из лука чисто, много черного перца и мясо. Все. Картошка такими большими кусками. Вот это мне очень нравится. Но я сюда все-таки добавляю и морковку, и болгарский перец. И вот так вот. Так, как я сказала, шумновато, но делать нечего. Я постараюсь сейчас говорить чуть-чуть погромче. Так, почему не было, немножко объясню, да, многим, наверное, интересно, что да как. Да все, во-первых, большое вам спасибо за пожелание здоровья Танзиле. Танзилу, да, уже выписали, они сегодня уже 4-й день, по-моему, да, или 5-й день даже дома. Ну, с пятницы, получается. Нет, с субботы. Нет, вру. Подождите, когда она приехала? Во вторник. Во вторник она приехала. В пятницу Мадина приехала. Во вторник она приехала, получается. Так, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Сегодня 5-й день. Сегодня 5-й день. Танзила уже дома. Она у меня здесь, друзья, поэтому я не подключалась, не получалось, потому что, сами понимаете, первые дни как-то и ухаживать за ней, и все такое, и не до съемок было. Потом начали приходить гости, тоже не до съемок. И вот так вот, короче, канителя такая. Танзила, как я сказала, она здесь сейчас у меня. Ей немножко просто комфортнее пока первое время побыть со мной здесь у нас, ну, по многим обстоятельствам. Просто для того, что ей здесь удобнее. Я объясняю для тех, которые начнут что-то писать. А так она потом поедет домой к себе. Вот так вот. Первые 2-3 дня, правда, друзья, им ничего, так она, ну, правда, на обезболивающих, конечно, еще было нормально, но позавчерашняя ночь, конечно, была у нас чуть-чуть кошмарная. Боли усиливались у нее в эту ночь, почему-то, я не знаю, это самое, вызывали скорую, обезболивали, ну и в этом плане. Ну, вроде бы вчера днем себя вела нормально, и вчера ночью тоже спала, меня не беспокоило, все нормально. Ну, это так и будет, потому что все-таки ей заменили сустав и народное тело, пока она ко всему этому привыкнет, ходит на костылях, уже ходит, и надо и ходить, и разрабатывать.
На сегодня у нее вообще назначен прием к врачу, к нашему ортопеду она должна поехать. Вот. Старший сын ее отвезет. И кто-то из... Или еще не договорились, кто с ней будет. Посмотрим. Может, там кто-то оттуда приедет из своих. Или Мадина. Кто-то из девочек тоже будет сопровождать. Это еще не решено. Ну, посмотрим. Просто сейчас, как я сказала, раннее утро. Вот. Что еще? Сейчас я делаю зажарку, поэтому меня не видно. У меня должен быть, как я сказала, суп харчо, да, этот соус. Но мясо еще не приехало. Мясо заказали. Так, должна быть курочка. Это я ее... У меня уже была замороженная, замаринованная. Почистила картошечку, почистила лук, морковь. Будет курица с картошкой. Просто с картошкой, с луком в духовке. Самое простое. И вот этот суп харчо. И сейчас у меня еще заказ пельменей и мант. С ними еще 3 килограмма мант замороженных. Но манты я вчера еще сделала. Так. Сейчас это положу. И сегодня у меня еще небольшой заказ тоже. Да, заморозка из мант и пельменей. Так что вот так вот. Конечно, совсем отказываться от заказов тоже не хочется. Хотя, честно вам признаюсь, сын ругается, что я делаю заказы. Не хочет. Пока, по крайней мере, пока они вот так вот в таком темпе работают, он не хочет, чтобы я работала. Но дело в том, что наши заказчики, кто работает, тот знает. Если мы сегодня работаем, завтра не работаем, то мы заказчиков, конечно, потеряем. Поэтому, пока я работаю со своими старыми, старыми заказчиками, постоянными заказчиками. Работаю, их не хочу еще отпускать. А там посмотрим, если не будет получаться, не буду. Мне очень хорошо помогала Аиша. Она сидела с тетей и помогала тете очень даже. Вы не представляете, хоть ей только скоро 6 лет, но она очень Тазилу выручала. Умница. А так Тазила не беспокойная. В принципе, ей практически ничего не надо. Просто единственное, что... Иногда ей нужно бывает чем-то помочь, ну и, конечно, покормить. А так она все спокойно сама справляется. Но вот дело в том, что ванна, вот это вот все рядом, вот это ей нужно. И поэтому она, можно сказать, даже здесь, что ей не нужно не спускаться со ступенек, потому что она с этим просто пока не справится. Спускаться со ступенек и далеко ходить, это нереально. А так она вот сама справляется на костылях. Но, конечно, иногда бывает нужна помощь. И что-то вот позавчерашней ночи вот жалуется, что болит пятка. Но это уже, как с врачом уже консультировались, чуть-чуть другое, не связано с операцией. Ну вот сегодня ортопед посмотрит ее, посмотрим, что там у нее, как там у нее и почему там у нее. Так, что красный перец мне нужно, извини. Так что поэтому немножко к вам не показываюсь. Так, что теперь дальше? Ждем, значит, мясо. Ну, я сейчас, наверное, замешу тесто. И так, по ходу, понемножечку с вами буду общаться, мои дорогие. Вы меня, еще раз говорю вам, извините, никуда не уходите, как некоторые эти блогеры говорят. Я буду с вами, и должно быть, может быть, интересно, хотя вы пишите, и так вам интересно, да? Вы у меня самые замечательные подписчики. И поддержите, и подскажете. Спасибо вам огромное еще раз. Что теперь дальше? Так, сына послала в магазин, надо кое-что, чтобы он купил. И вот надо вот пельмени мне и манты налепить. И да, меня сегодня прогонят с кухни, между прочим. Так что я, может быть, еще и на кухне пока не смогу вам ничего показывать. Потому что если положат бетон перед кухней, как раз это делается перед моей кухней, пока это все не прихватится, мне сюда нельзя будет заходить. Все, тут зажарка у меня готова. Сейчас сразу же нарежу зелень. Просто я хочу подготовиться, потому что к 11 часам у меня заказ должен быть готов. Да. Нет, петрушка, укроп, белый сук.
Салат яха. Сама есть. Петруш сама есть. Цедердить. Медовый. Getir مو معدس. Ну ладно, не бери. Салаток фуй есла. Салаток фуй. Хоз дети мец. Ну хаецел, ладно, хаецел. Хорошо. Давай. Так, что я хотела? Я еще что-то себе хотела. Сардила. Яйцо сказала. Так, ну ладно. Так, мои дорогие, не буду отключаться. Вам не было слышно, кто со мной разговаривает, потому что я в наушниках. Милое дело, оказывается, действительно, когда готовишь, ничего не пачкается, в руки телефон не берешь и можешь общаться. Так, что еще? Ну ладно, потом подключусь. Я что-то забыла, что хотела. Так, ну что, вот так вот я приготовила нашу курочку. Ну, типа маринада. Того же маринада, что и курочка. Картошку с морковью пока. Баклажаны и перец подготовила, но это будет уже попозже. Сейчас поставлю в духовку. Но почему-то мне еще не привезли мясо. Я не знаю, успели я приготовить этот соус к 11 часам дня. Уже 8:30, а мяса нет. Сейчас сделаю еще раз. Скажу, что-то напомнила нашему мяснику. Выехал таксист или нет. Так, мои дорогие, специфика этой работы такая, что действительно очень сложно. Очень сложно разобраться в этом во всем. Сейчас немножко вам объясню. Очень спешу, потому что, смотрите. Так, значит, курочка готова, соус еще не готов. Дело в том, что... Сейчас расскажу вам, пока буду накладывать это все. Дело в том, что короче, этот заказ нужно отвезти очень далеко. Ну, где-то километров 60-70, наверное, от нас. Точно не могу сказать. Я в этом деле не очень-то разбираюсь. Но это где-то, не где-то, а Нестеровское такое село Нестеровское. Станица Нестеровская, да? Поэтому, друзья, скажу вам. Дело в том, что, оказывается, у заказчицы нет денег на карте. У нее только наличка. А если вызывать такси туда и обратно, для нее, конечно, это будет очень накладно. И мы решили вызвать такси, чтобы... Ну, иногда мы так делаем, но, конечно, чтобы такая сумма была, я сомневалась, что будет. И поэтому вызвала ее пораньше. 11 тысяч должно быть у водителя на руках, чтобы он мне отдал 11 тысяч, а там заказчица отдаст ему. И, конечно, я немножко пораньше вызвала такси, чтобы... Ну, главное, даже диспетчер тоже мне сказал, ой, вам придется очень долго ждать. Но мне уже назначили буквально через 3 минуты. Назначено. И водители сказали, будет через 9 минут. А я только закинула картошку в этот... Как его? Ну, суп, соус этот. Я не знаю теперь, успеется ли. Ну, придется, значит, за ожидание мне платить. Вот такие вот дела, друзья. Вот так вот бывает иногда. Вот накладочка такая, потому что, ну, вот видите, уже такси, видимо, звонит. Вот так, где мой наушник-то хоть? Придется сказать, чтобы он подождал. Алло? Ну, сюда, что ходит? Ты с какой стороны едешь? Февраль 44-го? Ты вообще в Чангу? Погодина Кадзоева ей таите? Дом номер 500, зеленые ворота, желтый забор. Ганину придется минут 10 за ожидание заплатить для палатки сколько. Ну, хорошо. Кайфоте, 10 минут.
сверху она жила ластунком. Хожу, алло. Так, ну вот, как я и сказала, нестыковка опять получилась. Таксист приехал, я даже удивилась, что так быстро назначили, как я вам говорила, друзья. Я спрашиваю уже с удивлением, я говорю, вам сказали, что у вас должно быть 11 тысяч на руках? Он говорит, нет. Я говорю, я же предупредила диспетчера. Он только теперь посмотрел, когда уже у меня он у ворот, что диспетчер написал, что должны быть деньги. Ну, уже хорошо, как я уеду. Я говорю, ну, ладно, делать нечего, уже заказ опоздает, пока переназначат еще. Туда-обратно придется платить. Может быть, обратно и мне самой. Ну, посмотрим. Вот так вот, друзья, короче, соус готов. Ему пришлось еще минут 10. Ну, пока еще 5 ждать. Вот так вот. Вот такие накладки бывают. Так. Все, на сегодня только заморозка, больше никаких заказов. У нас идет строительство. Когда открываются и шторка, и двери. И мухи вылетают. Уже больше нельзя. Я бы это заказ не делала, просто очень попросила заказчика. Прям вот. Надо было обязательно сделать. С этим заказом. Вы подумаете, что это стоит 11 тысяч. Нет, с этим заказом есть еще много чего. Но это не стало снимать. Так, вообще-то Танзила просила меня это все снять. Так, ну вот отправляется вот такой вот заказ. Тут соус и курица с овощами. Но тут с заказом еще есть много чего, но это уже запаковано и отправляется. Вот так, мои хорошие, сняла и для Танзилы. Короче говоря, отправляю заказ. Все. Так, снимаю втихаря. Работа уже почти заканчивается. Как видите, бетон укладывается. Так, ну что, мои дорогие, покажу вам немножко мой палисадник. Я еще не все успела скосить, можно сказать, потому что тут травы очень много. Но покажу, что сейчас у меня здесь растет. Так, как видите, вроде бы прижились цветочки. Тархун прижился. Это я пересадила. Все время забываю его. Розмарин. Розмарин. Это мальвия самосевом у меня выросла. Была еще одна вон рядом с пионами. Но у меня выскочили сюда все-таки овцы и успели сожрать половину. Но я ее вырезала. Это мята. Очень вкусная, пахучая, такая красивая. Так, ну что, и хотела показать вам свои пионы, конечно, которые расцвели. Те, что во дворе в палисаднике, еще нет и очень мало бутонов. А эти, и они такие пахучие, такие красавицы. Скоро и гортензия зацветет. Ну, конечно, палисадник у меня еще в этом году не такой, как бы хотелось, да, но ничего. Я с этим вопросом потихонечку этот вопрос решаю. Это лилии скоро будут. Это, как видите, я тут косила вчера. Можно сказать, видите, сколько травы еще. Так. Ничего, все будет потихонечку. Я уже как-то... Раньше, да, я металась, я рвалась, мне нужно было все и сразу. Теперь потихонечку привыкаю, что нет, все и сразу не бывает. Купила 4 розы, еще не удержалась. Но, вы знаете, друзья, 2 розы прижились, 2 все-таки нет, мне кажется. Да и это немножко такая вяленькая. И дело в том, что если ты сам не покупаешь, не едешь, а вот видите, вроде бы вчера был такой нормальный, а сегодня нет. Эти интернет-магазины, можно сказать, ватсаповские магазины, которые у нас. Дело в том, что я же, можно сказать, не выездная, я не люблю куда-то ездить, покупать. Ну вот, они в WhatsApp-группу скинули розы, которые у них в горшках, ну, в таких одноразовых, ну, которые можно посадить. Ну, и я заказала 4 розы разных цветов. А вы представляете, она мне присылает розы без горшков, просто корни такие влажные, без земли вообще, без кома земли даже. Я говорю, я говорю, в группе же они такие были. Ну, ты же сразу же собираешься сажать в этом плане, короче говоря.
Ну, так получилось, все-таки их... Они приживутся. Какой они приживутся? Я же знаю, что не очень-то хорошо приживутся. Вот 2 прижились, 2 нет. И то неизвестно, 2 нет ли, да, и скоро. Что с ними будет. Вы знаете, вот эта вот роза, которую я говорила, что вот я привязывала ее, оказывается, у меня там 2 вот такие огромные ветки зацвели, и это шиповник. Я так расстроилась. Я думаю, в прошлом году же была роза, как она в шиповник превратилась. А потом в группе тоже читаю, в группе, где вот в садоводческой группе, что да, у некоторых девочек тоже шиповник как бы выигрывает у роз. Но мне кажется, вот это уже все-таки розы. Это не шиповник. Ну, подождем, потому что, видите, они уже отцвели. Я их вчера срезала, 2 ветки, которые здесь огромные такие были. Но вот я сейчас вижу, по-моему, еще и вот это вот, наверное, все-таки шиповник. Он не похож на цветок, на розу. Ну, посмотрим. Вот так вот. И не опрыскивала я. Вот сегодня как раз с Валбериса приехала мне. Мы потеряли зарядочное устройство от насоса для опрыскивателя. И вот купили. Заказала на Валберисе. Уже сегодня буду опрыскивать их от этих вот. Видите, сколько тут всего неважного. Так, в тот раз еще давно покупала огурцы. И они у меня в стаканах этих и сидели, потому что было холодно. Но вот вчера решила, высадила их. Надо будет сегодня чем-нибудь попрыскать, потому что пока они сидели у меня там, они немножко как бы приболели. Нужно чем-то попрыскать. Уже вон и огурчики там есть. Ну, посмотрим. Просто мне было интересно. По сетке пущу их. Так, ну вот, как видите, тут еще много работы. Хотя бетон положили, да, половинка. Тут еще, тут вообще у меня будет земля. Здесь не будет ни бетона, ничего. Эту яму мы тоже убираем. Как ее? Ну, сливную яму. Она уйдет. И везде здесь будет тоже земля. Купим чернозем, положим. И тут уже будет тоже, наверное, продолжение какого-то палисадника или кустарника. Но там уже, походу, это в этом году не получится. Это будет проект следующего года. Вот. Ну, вот эта роза вроде бы вот нормальная, да? Вот. Хорошо прижилась. А вот это вот, видите, вот что-то живое немножко осталось. Хотя нет. Нет, видимо, их корень уже там не работает. Вот так вот. Ну вот, все. Так, и скажу сейчас, это приехала Мадина, она там дома с детьми. И Танзила приехала. Все, сказали, машалла, нормально у нее. Сустав хорошо прижился вроде бы. Ну, пока временно еще неизвестно, что будет дальше. Но надеемся, будет все хорошо. Довольная пришла. Вот так вот. И сейчас, наверное, надо будет барана выгнать, попасти. Наверное, с малышами пойду. Пойдем. Вот такие вот дела, друзья. Что? Пойдемте дальше. Ой! Мухаммед! Вам? Абдумалик! Абдумалик, привет! Ха? Ой, 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 овец ругает. Вышли овец попасти. حبال 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 ما دخل يطلع حبال الله. دليت شيء ما وشاش تشتخي دليت شو دانتشو